Это новости спорта, в студии Полина Долинская. В число претендентов на звание самого ценного фигуриста сезона Международного союза конькобежцев вошли несколько выдающихся фигуристов из России. В одиночном катании это Алена Косторная, Евгения Власова и Владимир Морозов. Александра Байкова и Дмитрий Козловский в парном катании. В категории танцы на льду претендуют на победу Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицына и Никита Коцалапов. На награду «Лучший новичок сезона» номинированы Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Макар Игнатов в одиночном катании. В парах это Анастасия Мишина и Александр Галямов. Онлайн-голосование завершится 10 февраля, где будут выявлены 3 претендента, после чего окончательное решение примет жюри. Церемония вручения премии состоится на закрытии чемпионата мира 2020 года. Соревнования пройдут с 16 по 22 марта в канадском Монреале. Сборная России завоевала 5 золотых медалей и выиграла общий командный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте. Соревнования прошли в Токио. В заключительный день сборная России стала лучшим в многоборье, набрав 29 баллов. Второе место заняла команда США. На третьем месте команда Китая, которая набрала 24 балла. На акробатической дорожке Александр Лисицын стал первым в соревнованиях. Александра Бонарцева завоевала бронзовую награду на двойном мини-трампе. По итогам соревнования сборная России возглавила медальный зачет. В активе команды 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые награды. Второе место заняла сборная Японии, третьими стали британцы. Победа в этих соревнованиях обеспечила российской команде 2 олимпийские лицензии на игры 2020 в Токио. На Олимпийских играх в прыжках на батуте будут разыграны 2 комплекта наград в мужских и женских индивидуальных соревнованиях. Следующий чемпионат мира пройдет в 2021 году в Баку. Участники 9-го фестиваля любителей зимнего плавания «Зимнее море-2019» встретились на пляже Сакского санатория Полтава-Крым. На фестивале собираются моржи со всей Крымской республики. Сезон зимнего плавания начинается в Саках, в январе его продолжают в Евпатории, а в феврале – в Феодосии. В продолжение моржовой темы. В минус 30 градусов столичные моржи вышли на старт. Около десятка закаленных людей погрузились в воду. С якутскими моржами встретилась Елизавета Васильева. Купаться можно и зимой. Любители зимних водных процедур развернули настоящий пляж посреди зимы в Якутске. Якутские моржи вот-вот зайдут в воду, а желающие увидеть и запечатлеть сие зрелище волнуются не хуже них. Храбрые сердцем женщины вошли в воду первыми. Прекрасно! Шикарно! Нормально. Как скажете, очень хорошо. Моржевание повышает иммунитет, улучшает кровообращение. Если человек занимается зимним плаванием, ему не страшны никакие вирусы. Люди могут даже забыть про тяжелые болезни, но заниматься этим может не каждый. Если у человека высокое давление, если болят сосуды, если человек перенес инфаркт, инсульт, много очень противопоказаний. И я не рекомендовала всем бросаться в прорубь. Сначала надо проверить, слушать свой организм. Люди, которые всем сердцем любят зимнее плавание, создали свою организацию «Саха-моржи» этой весной. Туда входит 16 человек. Они систематически занимаются, делятся советами и всегда рады новым членам. Я начинающий морж, начал занятия с лета этого года. Надо начинать постепенно. С лета. Сразу резко прорыв. Но трудно будет. Якутские моржи ежегодно купаются на пляже 202-го микрорайона. Когда столбик термометра опускается до минус 45, не так-то легко скинуть одежду на улице. Здесь требуется не только отменное здоровье, но и храбрость духа. А суровые моржи Якутии еще раз доказали это в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Елизавета Васильева, Семен Семенов, Якутск. На этом у меня все. Будьте всегда в курсе спортивных новостей.